Парфений Никитич, Надежда Евменьевна. Сегодня их уже нет в живых, а кадры старой хроники, к сожалению, так коротки и быстротечны. Что завещали своим детям родители, уходя навсегда? Клочок земли, где растут деревья, посаженные их руками, родительский дом. Что оставили им старики? Привычку собираться время от времени под одной крышей, хотя у каждого давно уж своя семья. А может, открыли им отец и мать тайну долгой и счастливой жизни? Вот говорят, что когда-то люди, мужчины и женщины, слитно жили, и Бог как-то разгневался на них. И Он, значит, их разделил и разбросал по вселенной. Теперь вы будете искать друг друга всю жизнь. И вот эти половинки, они вот витают, это по легенде, витают по миру, по вселенной, и, значит, соприкасаются друг с другом, и если попадает половинка, та, которая была раньше, то они живут счастливо. И вот как раз мои родители, это действительно родные половинки, которые душа в душу жили с самого начала и до конца. В Вилюйске, в Музее народного образования, как самые ценные реликвии, хранятся обычные учительские принадлежности Парфения Никитича и Надежды Евменьевны. В 20-м году в маленькой сельской школе начали обучать Самсоновы грамоте якутских ребятишек. Букварь Самсоновых, русский язык Самсоновых. В те годы из 100 якутов грамотным был только один. 40 лет эти учебники были первой и самой памятной книгой для каждого якута. Свои первые учебники они писали и для детей, и для взрослых. Самсоновы раньше многих своих коллег в стране начали обучать детей с 6 лет. И продолжать их дело, конечно же, ей, старшей дочери, Тамаре Парфению, кандидату педагогических наук. Степа, это твой мяч. Нет, не мой мяч. Так, дальше. Куклу возьми. Степа, это твоя кукла. Нет, не моя кукла. Так, Аля, встань. Так, теперь рассказывай. Начинай. Вот. Вот комната. В комнате стоит стол. Еще стоят стулья. Так. На столе стоят чашки. Еще лежат. Еще лежат ложки, вилки. И ножи. И ножи. Так, ребята, встаньте. Так, 3, 4. Мишка с куклой Зойка, кто поет, Зойка, кто поет. Посмотри, и в ладошки Зойка, кто поет, Зойка, кто поет. Раз, два, три. Сегодня, посетив урок шестилеток в Хатарской школе, что здесь мне понравилось?
Понравился, конечно, несомненный артистизм учителя. О, молодец. Вот смотрите, товарищи, вот обращайте внимание на эмоциональную сторону учителя, который ведет урок. Это Лидия Степановна у нас, это хорошо. Как она вот сопровождала... Доцент Якутского университета, она учит учителей, а приезжает в Хатассы, в школу, где родители проработали четверть века, и снова ощущает себя, нет, не ученым, даже не учительницей, ученицей, их ученицей. Ну вот Владимир Павлович, я вообще-то, откровенно говоря, знаю это давно. Он начал с лаборанта, стал заведующим лабораторией, потом ученым секретарем института. И дальше дошел уже до заместителя директора. Я его воспринимаю как человека доброжелательного. Правда, большого оптимиста, что иногда нам вредит. Старший сын, заместитель директора Института космофизики. Даже вот при построении того же полигона он говорит, значит, день вам на забор, а забор километр длиной. Спасибо за такое пожелание. И вот он начинает нам демонстрировать, как это делается. Ну, после этой демонстрации мы начинаем шататься от этих столбов, но он нас заматывает всех своим рвением к этой работе, поскольку, глядя, руководитель не собирается делать перерыва, но мы не можем сами остановиться. Продолжаем работать. Владимир Павлович легко сходится с людьми. И, то есть он даже в какой-то мере психолог. В институте его очень уважают. И именно только из-за того, что он доброжелателен ко всем. Какой бы просьбой человек к нему не подошел, он ему всегда поможет. В настоящее время защитились под его руководством 2 кандидата наук. Владимир Павлович не дает остановиться, а заставляет и себя, и других, значит, двигаться и двигаться вперед, и вперед, и вперед. И, значит, сам он посидел на этом деле, на этой науке, но и те, кто рядом с ним, тоже посидели, постарели. Наука – дело тяжелое. Отцом называли на фронте 24-летнего командира Владимира Самсонова пожилые, в отцы ему годящиеся солдаты. И вот 49-й снаряд угодил в средний отсек винного склада. Снесло все стены, так, и, значит, когда дым рассеялся, значит, в блиндаже мы, значит, увидели солнечный свет. Я до этого себя всегда держал, а в этом случае у меня зуб на зуб не попадал. Мне звонит командир полка, КП которого от меня в 200 метрах. Ну, как у тебя там? Я тоже заикаюсь. Говорит, да ничего, так? Вообще нету на войне людей, которые не боялись бы смерти, а есть люди, которые умеют переносить ради долга все эти тяготы и трудности. На сегодняшней охоте недостает еще одного Самсонова – Николая. Он прекрасно рисовал и отлично играл на скрипке, но не стал ни художником, ни музыкантом. С братом Колей мы учились 10 лет вместе в одной школе, в одном классе. Потом началась война, и когда я был на фронте под Ленинградом, получил письмо от родителей, что в 1942 году он погиб. Но мне не хотелось верить, а мама до конца жизни надеялась, что увидит его живым. В войну, когда сильно заболела мама, Клара приняла решение – стану врачом. У Клары Парфеньевны
Вот вы знаете, у Клары Парфеньевны чуткость какая-то особая. Сколько вместе работаем, столько я удивляюсь. С обходом идешь, температура, общее состояние, но все как обычно. Она же у каждого больного остановится, а родных расспросит. И все больные, которые у нее лечились, она всех помнит. Вот у нас так не получается. То ли времени не хватает. Вот когда я пришел сюда на практику, на 6-м курсе дело было, я еще и не знал, буду ли я хирургом или нет. Попал я к Кларе Парфеньевне. Она же мне доверила первую операцию в жизни. И вы знаете, сама ассистировала, за каждым моим движением следила. Операция была сложная, случай-то был сложный. Так вот, она больше меня волновалась. Вот после этой операции я не только почувствовал, но и понял, быть мне хирургом. И я, вы знаете, благодарен именно за выбор профессии Кларе Парфеньевне. В школе вообще-то вот в 1 классе с 1 по 4 мне по рисованию почему-то 5 ставили. А по пению 3 или даже, по-моему... Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признания, любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, она в волнение привела давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием, также без искусства. Примите ж исповедь мою, себя на суд вам отдаю. О, Боже, как обидно и как больно. Александра Парфеньевича я знаю, можно сказать, давно. Мы с ним родились в одной деревне, в 1 год. Правда, учились с ним вместе. А работаем с ним уже давным-давно. Александр Парфеньевич очень хороший человек, очень хороший партнер и такой же музыкант. Он очень требователен по отношению работы творческой. Он прямо как каждую паузу использует в актерской игре, каждую точечку над нотой исполнит, все сделает. Вот в этом отношении он дотошный такой. И от партнера требует такого же отношения к работе. С ним легко и полезно работать. На сцене Якутского музыкального театра Александр солист. Но когда запевают Самсоновы любимую песню своих родителей, вряд ли выделяется его голос
из семейного хора. Ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, тревожную даль зовет. И так же, как в жизни каждый, любовь ты встретишь однажды. С тобою, как ты, отважна. Коротки кадры старой хроники. Коротка даже самая длинная человеческая жизнь. Но любовь сильнее смерти, сказал когда-то Тургенев. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.